Кыргызстан и Таджикистан договорились об обмене 2 приграничных участков. Об этом 21 января сообщил вице-премьер-министр Джениш Разаков на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности. Есть согласие с обеих сторон об обмене 2 участков. Это участки Арыкасты в селе Аксай Баткенского района и Самаркандек в селе Самаркандек. Никакого обмена не будет, если не будет согласия местных жителей. Мы проведем встречу с каждым жителем старше 18 лет, сказал Разаков. Он добавил, что встреча с рабочей группой Таджикистана состоится 22 января в Бишкеке. Ранее по итогам 6 встреч были подготовлены 134 топографические карты. Рабочие группы исследовали 120 километров границы и пришли к выводу, что 114 километров описаны правильно во всех картах. Также стало известно, что в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе в Кыргызстане 6 граждан Таджикистана объявлены в розыск. По словам замминистра внутренних дел Мирлана Каниметова, это жители приграничного района. Они участвовали в конфликте на границе. Он добавил, что правоохранительные органы Таджикистана сообщили о розыске своих граждан, которые закидали камнями машины граждан Кыргызстана и пытались поджечь дом. Напомним, в ночь с 9 на 10 января 2020 года на кыргызско-таджикской границе произошел очередной конфликт. Там вновь были слышны выстрелы. Жители приграничных территорий закидали камнями автомобили друг друга, а в одном из сел Баткенского района одноименной области жителей пришлось эвакуировать. Официальные делегации Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры, по итогам которых был принят протокол. 15 января началась проработка одного из пунктов этого протокола. Топографическая рабочая группа Кыргызстана начала прорабатывать вопросы по обмену участками с Таджикистаном. В результате принято казахстанской стороной односторонних мер в виде дополнительных проверок возле пункта пропуска Актелек-Автодорожной в Высокотинском районе Чуйской области наблюдается скопление большегрузных автомобилей. Вице-премьер-министр Джениш Разаков и Замирбек Аскаров ознакомились с ситуацией на кыргызско-казахстанском участке государственной границы и встретились с автоперевозчиками. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства. Как было отмечено, профильные государственные органы продолжают переговоры по разрешению сложившейся ситуации на кыргызско-казахстанском участке государственной границы. В начале текущего года усложнилась ситуация с перемещением товаров и грузов через КПП «Актелек». Мы отслеживаем ситуацию и держим этот вопрос на особом контроле. Для создания условий для автоперевозчиков, столкнувшихся с временным ограничением на границе в холодное время года, установлены палатки, где бесплатно предоставляется горячее питание. Переговорный процесс государственных органов с компетентными органами Казахстана продолжается, сказал вице-премьер-министр Джениш Разаков. По итогам встречи с автоперевозчиками профильным государственным органам дан ряд поручений, касающихся минимизации последствий возникших сложностей пересечения кыргызско-казахстанской границы, разрешения имеющихся вопросов и создания всех необходимых условий при прохождении через пропускные пункты. Вице-премьер-министры также ознакомились со строительством сервисного пункта учета товаров и грузов вблизи контрольно-пропускного пункта Актелек. Как было отмечено, строительные работы завершатся в течение 10 дней. Депутатская комиссия по расследованию убийства китайского бизнесмена Аеркена Саймаити в Турции приступила к работе. Депутаты задали вопросы председателю налоговой службы Кабылу Абдалиеву. Выяснилось, что созданная в 2011 году и перерегистрирована в 2015 компания «Абдырас» за весь период своего существования перечислила в бюджет всего 38 700 сомов. Это была разовая выплата в 2012 году. Кабыл Абдалиев отметил, что в рамках возбужденного ГСБ уголовного дела изучается документы по поступлениям, а также ранее не задекларированные счета. Информация является секретной и может быть предоставлена депутатам только в письменном виде, сообщил он. Тем не менее, удалось узнать, что Национальный банк направлял 16 писем в финразведку и ГСБ о подозрительных денежных операциях. В 14 из них упоминается ОСО «Абдырас» и Саймаити. В журналистском расследовании фигурировал рынок Ваше, принадлежащий Саймаити. Этот рынок был частью компании «Абдырас», учрежденной в 2011 году. В 2015 году ОСО «Абдырас» переводит за рубеж $800 тысяч. Вообще, с 2011 по 2017 годы через Абдырас в зарубежные страны деньги переводили постоянно. Ранее Азатык опубликовал расследование о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через ОСО «Абдырас», которая владела кыргызско-китайским рынком в Баткене. Аеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографий Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кеңеш
решил расследовать это убийство. Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он бежал в Турцию. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе. В отношении задержанного редактора информационного сайта «Чындык» Турсунбека Бишимбекова суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца. По данным адвоката, эта мера пресечения была избрана вечером 20 января. По ходатайству прокуроров так выяснилось, что Бишимбеков имеет 3 несовершеннолетних детей. Младшему ребенку всего 2 месяца, и журналист является единственным кормильцем. Сам журналист считает, что не признает за собой никакой вины. И если все будет в рамках закона, то я буду оправдан. Я не согласен с обвинениями, которые мне выдвигают, сказал Бишимбеков. 20 января Турсунбека Бишимбекова вызвали повторно на допрос в военную прокуратуру, после чего водворили в изолятор временного содержания. По данным отдельных СМИ, Бишимбекова допросили и задержали в рамках уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова. По сообщениям, Асанов якобы предоставлял журналисту секретные документы для публикации о деятельности вице-премьер-министра Джениша Разакова. Заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов был уволен 13 августа с формулировкой «за предательство интересов кыргызской милиции» в ходе событий в Койташе. Позже военная прокуратура начала расследование. Курсана Асанова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Он помещен под домашний арест. В ноябре 2019 года из города Каракол неизвестные мужчины похитили 16-летнюю девочку. Следующие 2 недели она провела в притоне в Бишкеке, где ее били и заставляли обслуживать клиентов. Только после публикации в СМИ ГУВД решили рассказать о расследовании дела по факту хищения и удерживания в притоне подростка. В ГУВД уточнили, что с заявлением тетя девочки обратилась 21 января. Она просила принять меры в отношении малознакомой женщины, которая, применив силу к несовершеннолетней племяннице 2003 года рождения, насильно заставляла ее работать в притоне. 23 декабря женщина обратилась с повторным заявлением. Она указала, что ее племянница была похищена из города Каракол. По данным милиции, эти факты зарегистрированы в ЕРПП по 2 статьям: 166-я вовлечение в занятие проституцией и 170-я похищение человека. По ним ведутся досудебные производства, назначены все необходимые судебно-медицинские, биологические и психиатрические экспертизы. Родные и адвокат девочки беспокоятся, что дело пытаются замять. Подозреваемые в похищении и удерживании девочки в притоне все еще не задержаны. С 4 февраля 2020 года при ввозе на территорию Евразийского экономического союза более $100 000 нужно будет предоставить документы, подтверждающие происхождение денег. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе. По ее данным, такая норма установлена решением Евразийской экономической комиссии. Оно предусматривает подачу пассажирской таможенной декларации при ввозе или вывозе суммы более $100 000. В случае непредоставления документов, подтверждающих происхождение наличных денежных средств, перемещение через таможенную границу ЕАЭС не допускается, заключили в ГТС. По действующим правилам, без декларации за границей ЕАЭС можно вывозить наличными не более $10 000. Для сумм выше 10 000 необходимо указывать источник происхождения денег и предполагаемую цель их использования. В ГТС также указали перечень документов, подтверждающих происхождение наличных средств или денежных инструментов. Это справки из банка о сбережениях, договор купли-продажи движимого или недвижимого имущества, справка о заработной плате и так далее.